Еўрарадыё.фм. Усім прывітанне, гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі», Маша Колеснікова пры мікрафоне. Сёння мае госці гэта вядомая спявачка і блогерка Лера Яскевіч, а таксама музыка Дмітрый Івашенко. Нагадаю, што ў Леры у лютым выйшаў дэбютны альбом, які называецца «Привязанность». І сёння мы слухаем трек з альбома. Ён называецца «Согласен». Поехали. Мысли, миллион связанных идей. Мы бежим куда-то от людей. Нас кусают будни, обжигает суета. Так хотим лететь, но улетаем не туда. Запомни, мой друг, все, что есть вокруг тебя, так важно для меня. Знай, солнце к утру поцелует щеку и станет краше. Согласен, да, 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 да. Убивая время, пропадая в лентах новостей. Мы забыли, что в прихожих можно ждать друзей. Нас заносят планы и поглощают города. Просто надо жить для тех, кто для тебя. Запомни, мой друг, все, что есть вокруг тебя, так важно для меня. Знай, солнце к утру поцелует щеку и станет краше. Согласен, да, да, да. Завязывай узлы, готовься рисковать. Мир не для нас двоих, но может скоро стать. Завязывай узлы, готовься рисковать. Мир не для нас двоих, но может скоро стать. Да. Запомни, мой друг, все, что есть вокруг тебя, так важно для меня. Знай, солнце к утру поцелует щеку и станет краше. Согласен, да. Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі» і Лера Яскевіч, а таксама Дмітрый Івашенко. Мы праслухалі трек «Согласен» з дэбютнага альбома Леры Яскевіч «Привязанность». Ну, дарэчы, вось глядзіце, спачатку у вас не было альбома, было шмат трекаў, так? І вось раптам з'явіўся альбом. Што вы адчулі, калі яго апублікавалі? Вось з чым гэтае пачуццё можна параўнаць? Я не знаю, это было очень-очень странно. Мы к этому долго шли, и этого очень-очень сильно ждали. И было в какой-то момент, я не знаю, как у тебя, Дима, но у меня такое, знаешь, как будто бы я что-то отпустила, но при этом потом такая дикая радость от того, что людям нравится, и что они слушают, что поют наши песни. И свое творчество, оно всегда заряжает, и именно этим мы хотели заниматься, писать именно свою музыку и тем самым заряжать людей.
тем, что мы делаем. Угу. Ось глядзіце, 2 месяцы ўжо прайшло з моманту выхаду альбому, так? Вам у ім зараз що падабаецца? Можа быць, уже зараз з цягам часу хацелася б там нешта змяніць, так? Нет, у меня такого не было, и это был, если честно, даже вот если мы раньше писали какие-то треки, я постоянно думала, хотелось бы что-то поменять, вот тут мне что-то в моем голосе не нравится и так далее. Но когда мы писали альбом, это было такое мое самое первое в жизни ощущение, что я довольна полностью всей работой и всем исполнением, музыкой. И вот Дима, конечно, говорил, что ему одна песня не нравится, он хочет ее переделать, а я с ним не согласна, потому что, расскажите. Я очень просто самокритичен к тому, что я делаю. И даже если я закончил какую-то музыку или аранжировку, она всегда, мне кажется, не до конца какой-то, что ли, сделанный. Как будто бы чего-то не хватает. И всегда такое чувство, что можно было лучше сделать, можно было что-то где-то докрутить. Понятное дело. И поэтому у меня такое ощущение все-таки бывает. Присутствует. Ага, добре. А за ким было апошняе слово ў альбоме? Вось, напрыклад, зроблены трек, вы такія, клас, все. А нехта з вас каже, не все. Вось у выніку. Последнее слово за Аней постоянно. За Аней. This is наш манагер. Дарэчы, ты можаш, Лера, адна з нямногіх пахваліцца тым, што ў цябе ёсць менеджер. Гэта вельмі дапамагае, таму што многія беларускія музыкі вельмі любяць пакутаваць ад таго, што ў іх няма менеджера, што, маўляў, у нашай краіне менеджераў, якія ведалі сваю справу ў шоу-бізнесе, іх проста вельмі мала, альбо яны ўвогуле не існуюць. Менеджер, это, я не знаю, это все лично для меня, потому что Аня выступает не только даже как менеджер, а как продюсер еще нашего вот этого коллективчика. И она выполняет действительно очень-очень много работы, в которой я просто даже не разбираюсь. Поэтому это решает, конечно, в жизни музыканта. И всегда есть какой-то человек, который тебя толкает и говорит, что села, почему ленишься, давай делай что-нибудь. Да, это на вес золота. Да. То бок вам пашанцавала сапраўды. Альбом прадстаўлены на лічбавых платформах, так? А распавядзіце пра фідбэк. Як ён разыходзіцца, як на яго рэагуюць? Ці гэта тое, з чаго вы чакалі? Мы вообще, если честно, не знали, какая реакция последует у людей, потому что это все-таки первый альбом, и непонятно все-таки, как они на него отреагируют. Но реакция была очень классная. Мы были в Бельгии, когда зарелизили альбом, и сразу же люди начали писать, снимать истории, как они кайфуют под наши песни или поют. И даже по сей день, вот мне вчера приходили истории в директ в Инстаграме, как люди до сих пор слушают, выкладывают наш альбом, делятся им со своими подписчиками. Вот. Ёсць нейкая статыстыка, якая песня больш падабаецца? Ой, знаешь, есть вот, когда смотришь в iTunes, там звездочкой помечают треки, которые чаще всего слушали, и мы, наблюдали, заходили там раз в неделю, и постоянно эти звездочки прыгали, то есть люди, по-новому каждый трек воспринимали, и что-то им нравилось больше, а потом они перешли на другое, поэтому сложно сказать, именно вот одно что-то назвать. То бок, я так разумею, што фэны, якія пазнаёміліся з табою, вось калі ты была ў амплуа кавер-выканаўцы, так, яны гатовыя цябе ўспрымаць як аўтара уласных песень. Знаешь, не все, но это, в принципе, хорошо, потому что таким образом как бы отсекаются люди, которые уже не хотят идти с тобой дальше, и мы на дружеской ноте расстаемся, потому что все-таки к каверам мы возвращаться больше не будем. Но появляются при этом новые люди, и мы даже на концертах спрашиваем, кто из вас вот знает меня совсем недавно, кто пришел на авторские песни. И некоторые даже не знают, что мы пели кавера. Я пела кавера. Дарэчы, гэта прынцыпова ўсё ж? То бок, музыка гэта ўсё ж сваё, гэта не каверы. Да, конечно. То бок, каверы гэта просто была вучоба. Каверы это просто был момент, я очень боялась в какой-то период писать свои песни, и к этому же нужно было прийти, и вместо этого я просто заменяла, знаешь, свои тексты на чужие, как бы я-то очень чувствительна ко всем этим песням, и мне нравится их переживать. Вот, и поэтому это были каверы. А потом я осмелела, и начала писать песни. Класна. Лера Яскевіч і Дмітрый Івашенко сёння госці нашай музычнай рубрыкі «Такога вы не чулі». Мы паслухалі трек «Согласен» з альбома, дэбютнага альбома «Привязанность», і вось мы працягваем нашу гутарку. Альбом вы зараз вязеце ў мілы тур па гарадах Беларусі. Мне вельмі гэта падабаецца, што гэты тур мілы. Так.
все подробности о концертах можно, если вам интересно, посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Там написано город, место проведения и все дела. Но, конечно, очень хочется сказать, что 18 апреля у нас пройдет концерт в Минске, в Брюгге, и мы безумно этого ждем, потому что, знаешь, это всегда какая-то вот... Ты здесь живешь, ты хочешь собрать этих людей вместе и как-то прочувствовать с ними вот эту всю атмосферу. Это будет супер, да. Пушка! Я тоже жду этого момента. В Минске будет очень хороший концерт, Да. я надеюсь. До речі, ось малы тур по городах Беларусі, ну ён не такі малы, до речі, а у Багушевск не будеш ти заїжджати? У Родны? В планах этого не было. Але, ну, цікаво, напевно, було б, ось, коли приїжджає вже сапраўдная зорка. Знаешь, у меня очень какие-то непонятные ощущения насчет того, когда я думаю, вот мы же приедем когда-нибудь в Богушевск, и мне как-то даже страшно очень. Тады пра гэта можна пакуль не думаць. Так. Як часта ты ўвогуле прыслухоўваешся да нечага меркавання? Наколькі табе гэта важна? Чаще всего прислушиваюсь к чужому мнению, если говорить, допустим, о комментариях, не о людях, которых я знаю лично. Только тогда, когда человек пишет то, о чем я уже когда-то задумывалась и понимаю, что вот это надо исправить. Вот. Но если это какая-то неконструктивная критика, а просто для того, чтобы тебя как-то самоуничтожить изнутри, то я стараюсь пропускать это мимо ушей. Вот. Но всегда к людям, которые непосредственно со мной работают, общаются, друзья, там, знакомые, я всегда к ним прислушиваюсь. Глядзі, на X-Factor Шура у цябе параўнаў з Бобам Дыланам, так, ты выконала кавер. Вось, а учора літаральна ў стужцы сваёй у Фейсбуку была нейкая спрэчка, так, на конт Білі Айліш, і вось там цябе параўналі з ёй. Что? Так, было Да такое. ладно? Кто? Потым пасля эфіра раскажу, дзе гэта можна пачытаць. Так, дык вось, якое параўнанне табе больш пасуе, больш падабаецца? Я даже не знаю. Ну, просто тут два сравнения очень-очень с крутыми людьми. И как бы... Я-то не думаю, что мы как-то похожи, но это приятно, конечно, что люди меня, знаешь, с хорошими артистами сравнивают. Так, у нас часу зусім не шмат. Ці адчуваеш ты сябе часткай беларускага шоу-бізу? Сложный вопрос. Дима, как ты думаешь? Я думаю, что Мне кажется, нет просто. очень здорово, что мы именно с Беларуси. Да. Вот Чему? именно этот момент. Есть шанс показать миру, что в Беларуси Да. могут быть крутые музыканты, которые могут делать Мы уже себя крутые считаем песни. крутыми, да, значит? И мы к этому идем. Да, мы к этому идем. Мы работаем над этим постоянно. Просто- У нас есть этот шанс. Да. То бок вы змяняеце беларускі ўсё шоу-біз да лепшага. Хотелось бы, конечно. Всегда хочется что-то к лучшему менять. Класна, дзякуй вялікі, што завіталі. Я спадзяюся, калі-небудзь мы зробім вялікае інтэрв'ю. Ось, я нагадаю, што гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Сёння нашымі гасцямі сталі Лера Яскевіч, Дмітрий Івашченко, альбом «Привязанность», песня «Согласен», тур по Беларусі і канцэрт, яшчэ раз паўтарым. 18 апреля в Минске, в Брюгге. Так што прыходзьце. Дзякуй вам. Обязательно. Спасибо. Спасибо.